А в 19:30 пресс-служба правительства распространила еще одно сообщение, в котором говорится о звонке в Москву в пресс-службу министра обороны Павла Грачева, который сообщил, что обстановка в Грозном и его окрестностях постепенно нормализуется. Весь центр города, ряд городских и пригородных районов полностью контролируется федеральными войсками. Президентский дворец блокирован, но возле него продолжается перестрелка. Грачев заявил, что по его расчетам потребуется 5-6 дней для полной очистки города от бандформирования и завершения сдачи оружия так называемыми ополченцами, которые были стянуты в город из сельской местности. Повторяю, это из информационного сообщения пресс-службы правительства Российской Федерации, поступившего в 7:30. По данным же наших корреспондентов, в новогоднюю ночь фактически произошло следующее. Российские части предприняли полномасштабный штурм центра Грозного. Мы пока не имеем полной информации о потерях сторон, но уже сейчас ясно, что прошедший день был днем самых ожесточенных, самых кровопролитных боев за все 3 недели войны. Подробности происходящего в репортаже единственных российских телевизионщиков, оставшихся в столице Чечни, специальных корреспондентов НТВ Елены Масюк, Бориса Кольцова, Андрея Иванова, Владимира Авдеева и Валерия Иванова. Всю новогоднюю ночь и весь сегодняшний день они снимали в Грозном, и вы сейчас увидите их в кадре на фоне боев. Сначала репортаж Елены Масюк. Сегодня в Грозном продолжался штурм президентского дворца Джохара Дудаева. Атака на президентский дворец началась вчера около 12:30. Почти все жилые дома в центре города разрушены. Здесь же, рядом с обломками зданий, лежат тела убитых вчера российских солдат. Активное продвижение российских войск в центр Грозного началось вчера с 6 сторон. Сегодня у входа в президентский дворец были подбиты несколько российских БТРов. С каждой минутой выстрелов все больше и больше. Стреляют снайперы, танки и БТРы. Точных сведений о местопребывании Джохара Дудаева нет, но по некоторым сведениям он продолжает оставаться в бункере в президентском дворце. Но попав в президентский дворец, в бункер Джохара Дудаева мы не застали. Нас встретила группа журналистов и депутатов Госдумы Российской Федерации. В эксклюзивном интервью телекомпании НТВ Сергей Ковалев сказал следующее. Не знаю, какое еще оружие применит русская армия, но я знаю только одно. Сейчас жертвы заведомо исчисляются сотнями. Жертвы с обеих сторон. Жертвы со стороны мирного населения мы сейчас не можем посчитать. Я знаю только, что русские танки уничтожают все, что мешает, скажем, их обзору на оборонительных рубежах, которые они вынуждены взять. Это мне достоверно известно. Вот. Единственное, что я могу сказать, если дворец, город вообще будет взят, жертвы пойдут уже на счет тысячами. Пока все мы живы. А российские журналисты не могут передавать информацию в свои газеты и агентства. Выбраться на улицу из президентского бункера практически невозможно. Здесь же, в президентском бункере, находятся и российские раненые, которым оказывают здесь медицинскую помощь. Я приехал сюда из Самары. Какая часть? 65-328, да. Как вас зовут? Дима. Фамилия? Бакулев. На момент передачи этого материала штурм президентского дворца продолжался. Елена Масюк, Андрей Иванов, Валерий Иванов, телекомпания НТВ из Грозного. Новогоднюю ночь Грозный встречал фейерверком из горящих российских танков. Военная смекалка подсказала генералам, что лучшего момента для взятия города, чем 31 декабря, не существует. Но российским войскам противостоят мусульмане, не употребляющие спиртного даже в новогоднюю ночь. Танки и бронетранспортеры ворвались в Грозный и сгорели дотла. Генералы повторили ошибку 26 ноября. Только безграмотные командиры могут воевать танками в городе. Бой, продолжавшийся всю ночь, не принес успеха российским частям, а чеченские боевики пополнили свои арсеналы еще несколькими танками. Развитие событий пошло по самому неблагоприятному для российской армии сценарию. Она влипла в уличный бой в густонаселенном городе, где каждое подвальное окно становится амбразурой, а у каждого третьего на плече вместе с автоматом есть гранатомет.
К 12 часам дня российские танки вновь предприняли попытку прорваться в центр Грозного. Они сумели приблизиться к президентскому дворцу и захватить центральные районы. До самого последнего момента в подвале президентского дворца находился чеченский лидер Джохар Дудаев, группа российских депутатов во главе с Сергеем Ковалевым и 19 российских военнослужащих, взятых в заложники еще в начале декабря. Судьба этих людей до сих пор неизвестна. По сообщению пресс-службы правительства Российской Федерации, к 16:00 войска взяли под контроль ряд административных зданий в центре города и железнодорожный вокзал. Пресс-служба сообщила также о том, что российские войска взяли под охрану нефтеперерабатывающий завод имени Ленина. Однако пожар на нефтехранилищах до сих пор продолжается. Сведений о потерях на эту минуту нет, но можно предположить, что они будут исчисляться десятками. Мог ли министр обороны Павел Грачев предугадать эту ситуацию? 6 декабря в Моздоке он просил совета у людей, готовых прийти на смену Дудаеву. Не проявится ли так, что действительно мы агрессоры и пришли бить по мирным жителям? Вот как вы считаете, наши действия, если они будут возможны в городе? Мне кажется, что надо просто заблокировать город Грозный, пока в городе без особой необходимости боевых действий не проводилось. 4 часа спустя, встречаясь с лидером Чечни Джохаром Дудаевым, Павел Грачев сделал, казалось бы, все, чтобы ввести противника в заблуждение. Но Дудаев ему не поверил и в тот же день отдал приказ о подготовке Грозного к осаде. А спустя еще 3 дня российские самолеты приступили к методическим бомбардировкам Грозного. В течение всего декабря Москва упорно опровергала всякие сообщения о налетах на чеченскую столицу. Официальная версия звучала так: чечены сами себя взрывают. И лишь в канун Нового года Павел Грачев сказал: Да, наносятся бомбы удары. Наносятся по зеленкам, по скоплению техники, по тем, кто по нам стреляет и будут наноситься. На это признание министра обороны во многом вынудил уполномоченный по правам человека при президенте Российской Федерации Сергей Ковалев. На протяжении 3 недель Сергей Ковалев заменял все информационные службы России в Грозном, ежедневно передавая наиболее подробную картину происходящего. Но, оказывается, миссия Ковалева заключалась не только в этом. В Грозном он выполнял секретное поручение министра иностранных дел Андрея Козырева. По его просьбе я разговаривал с Джохаром Мусаевичем Дудаевым и получил заверение в том, что с чеченской стороны нету препятствий для возобновления переговоров. Так, Джохар Мусаевич предпочел бы встретиться прямо с Козыревым, либо с теми лицами, кого укажет Козырев. Но, судя по всему, переговоры с Джохаром Дудаевым уже не состоятся. Российский спецназ начал настоящую охоту за чеченским лидером, которому, судя по всему, московским сценариям, уготована судьба панамского генерала Норьеги. По сообщению на 19 часов 30 минут пресс-службы правительства Российской Федерации, жилые кварталы Грозного патрулируются усиленными нарядами милиции и военнослужащих. Павел Грачев, которому принадлежит эта информация, по телефону также сообщил, что приняты все меры для охраны граждан от незаконных вооруженных формирований. По нашим расчетам, заявил Павел Грачев, потребуется 5-6 дней для полной очистки города. Владимир Лусканов, телекомпания НТВ. Несмотря на заявление Павла Грачева о том, что войска в Чечне будут теперь более открыты для прессы, снимать военный госпиталь в Моздоке нам не разрешили. И мы работали в полевом госпитале Министерства по чрезвычайным ситуациям России. Данные о потерях среди российских солдат также не раскрываются. Но по нашей информации, только в Моздок поступают ежедневно от 15 до 30 погибших. Раненых же в 3 раза больше. А эти ребята, справляющие Новый год около украшенной бинтами елки, скоро поведут конвой с гуманитарной помощью в Чечню. На этой неделе в Моздоке каждый день садились самолеты МЧС с продуктами питания и медикаментами. На территорию Чеченской Республики сейчас уже доставлено более 300 тонн груза для обеспечения проживания населения, которое пострадало от военного конфликта. Александр Поклад, Валерий Шибанов, НТВ. В связи с чеченским кризисом в стране, с моей точки зрения, развивается крупномасштабный общеполитический кризис, захватывающий и федеральный уровень власти, и общественное мнение,
и средства массовой информации, и регионы. Прогноз на 95-й год может быть только сценарным. Он во многом зависит сегодня от того, что будет делаться на Северном Кавказе, в частности в Чечне. Если та политика, которая проводится, будет продолжаться, то 95-й год будет годом серьезных экономических неприятностей для России, годом, когда могут быть сломаны нестойкие еще рыночные институты, годом, который может нанести непоправимый удар по демократическим правам, гражданским свободам России. Вижу, что риск неприятного и опасного сценария велик. Я считаю, что очень многое зависит от способности сейчас общества осознать реальные угрозы, встряхнуться, понять, что никто за нас нашу свободу не защитит. Экономические проблемы, которые стоят и будут стоять в 1995 году перед Россией, и ход экономического развития 1995 года, точно так же, как ход политического развития, во многом зависит от того, сумеем ли мы выбраться из чеченского кризиса. Ведь на самом деле бюджет, который был сверстан на 1995 год и принят в первом чтении, чеченского фактора не учитывал. А это очень большие деньги. Это где-то цифра порядка 1% внутреннего валового продукта. 1% может показаться небольшой величиной, но профессиональные экономисты прекрасно знают, что это такое. На самом деле это огромная величина, и она может оказать дестабилизирующее влияние на экономику страны. А теперь несколько слов о состоянии российского общественного мнения в связи с событиями в Чечне. Неделю назад в программе «Итоги» мы привели данные всероссийского опроса Фонда общественного мнения, свидетельствующие о том, что большинство россиян были против ввода войск в Чечню. Опрос, который Фонд общественное мнение провел 24 декабря, подтвердил ту же тенденцию. 63% опрошенных, а опрошивалось 1366 жителей города и деревни, против. Вот еще один результат. Согласно социологическому опросу, проведенному фондом, 64% россиян опасаются, что военные действия российской армии в Чечне могут превратиться в длительную войну России с народами Северного Кавказа. 23% опрошенных не считают длительную войну в Северо-Кавказском регионе вероятной. По данным того же опроса, 51% опрошенных считают, что вооруженные действия российских войск в Чечне снизили международный авторитет России. И только 11% высказали мнение, что военная операция в Чечне привела к возрастанию авторитета России на международной арене. Остальные затруднились с ответом. Только что мы получили еще один репортаж от нашего специального корреспондента Бориса Кольцова из Грозного. Схема нынешнего штурма Грозного напоминает 26 ноября, когда в город вошли танки оппозиции. Только российских танков, похоже, гораздо больше. По словам чеченских ополченцев, российская бронетехника отрезана от основных сил и постепенно уничтожается. Бои идут на 3 направлениях. На западе в районе железнодорожного вокзала, на севере примерно в полукилометре от президентского дворца, на востоке тоже рядом с центром. Юг города является тылом боевиков, и они могут беспрепятственно покидать, а также попадать в Грозный. Похоже, что оставшиеся в живых танкисты ведут беспорядочную стрельбу в сторону боевиков. Трудно признать, что они контролируют местность, на которой находятся. Помимо танковых пушек по городу работают САУ и установки «Град». Снаряды последних разорвались в нескольких кварталах от нас. Защитники города настроены решительно, и если штурм будет продолжаться, город ждут кровопролитные бои. Днем, видимо, из-за погоды авиация не применялась, ночью ждут и удары с воздуха. Видя, что воюют практически с детьми, ополченцы злятся не на них, а на тех, кто отдает приказ. Главный аргумент защитников Грозного – мы не боевики, а защитники своей земли. Вспоминая свое прошлое, они боятся будущего, которое начинается таким образом. Когда мы ехали в Грозный, мы надеялись на новогоднее затишье, но похоже, что судьба города решится в ближайшие дни. Борис Кольцов, Владимир Авдеев, НТВ из Грозного. А теперь
Еще один взгляд в не столь отдаленное прошлое, когда проблема Чечни, возможно, еще могла быть решена мирными средствами. В истории чеченской трагедии эта последняя мирная попытка была связана с именем человека, который, по иронии судьбы, прямо ассоциируется у нас с вооруженным противостоянием в Москве в октябре 1993 года. С материалом о роли Руслана Хасбулатова в чеченских событиях наш обозреватель Владимир Кара-Мурза. Под знаком чеченской проблемы прошел минувший год и для Руслана Хасбулатова, хотя подробно описанная им новогодняя ночь в тюремной камере не предвещала узнику активного политического года. Скорая амнистия вернула экс-спикера в ряды действующих политиков. Новым местом приложения своих знаний и опыта он избрал родные места. После недолгого добровольного уединения, так и не примкнув ни к одной из противоборствующих сторон, Хасбулатов создает свою собственную миротворческую группу, быстро превратившуюся в равноправного политического конкурента, столь опасного, что за голову профессора Дудаев пообещал $15 миллионов. Но уверенный в своей популярности глава миротворцев продолжал открыто ездить через весь Грозный под самыми окнами президента. Останавливает нас патруль, я говорю, остановите, остановите. Так. Там человек 20, я выхожу, они прямо открыты. Руслан Имранович, так, стали обниматься. Это Дудаевский отряд. Стали обниматься. Я говорю, так что, говорю, вы меня к Дудаеву? Нет, говорит, так, зачем, говорит, если вы попросите, мы лучше Дудаева к вам приведем. Лидеры Временного совета также, по признанию Хасбулатова, побаивались его авторитета, что в частности проявилось сразу после неудачной танковой атаки 26 ноября. На второй день, 27 числа, когда растерянные Автурханов и Хаджиев прибыли вот ко мне, зашли в кабинет, я вот немножко эмоционально стал так вот с ними разговаривать очень жестко, и они в растерянности говорят: Руслан Имранович, ну вы же знаете, почему все случилось. Мы же воевали не только с Дудаевым, но и с вами. Это открыто, не публично сказать. Общую неудачу своей миссии бывший председатель Верховного Совета объясняет поспешным вводом российских войск в Чечню. Огромная часть населения, я не ошибусь, скажу, если 90, более даже процентов населения, конечно, поддерживали идеи миротворческой группы. Но дело в том, что сейчас-то борются не за Дудаева, он отнюдь не является каким-то там национальным героем, а люди просто возмущены этими бомбардировками, вот этими действиями неразумными, вот этими опять-таки попыткой насадить марионеточный режим. Заранее встав в оппозицию любому исходу нынешнего конфликта, Хасбулатов дает понять, что считает свою миссию в Чечне исчерпанной, а это, в свою очередь, обещает его появление на политической сцене в наступившем году в каком-то новом качестве. Владимир Кара-Мурза, Андрей Мелехов для программы «Итоги». Откровенно говоря, сейчас крайне трудно оценить, насколько чеченские события повлияют на политическое реноме Руслана Хасбулатова и перспективы его политической карьеры. Зато уже сегодня очевидно воздействие чеченских событий на сплоченность и авторитет в обществе такого ключевого института государства, как армия. С материалом на эту тему наш обозреватель Александр Герасимов. Любой армии, если отвлечься от политических мотивов боевых действий, война идет на пользу. Тем более победоносная. Укрепляется авторитет главнокомандующего, подтверждаются теоретические выкладки Генштаба, у генералов реализуется возможность руководства десятками тысяч людей, а офицеры и солдаты выходят из сражений опытными защитниками Отечества. Скорее всего, чеченские события российским вооруженным силам пользы не принесут. С первого дня определился раскол в руководстве Министерством обороны по отношению к Грозному. Павел Грачев, выполнивший приказ президента и Совета Безопасности о вводе войск в Чечню для поддержки подразделений Министерства внутренних дел, получил как минимум 3 врагов в лице своих бывших соратников по войне в Афганистане. Борис Громов, Валерий Миронов и Георгий Кондратьев, не поддержавшие участие вооруженных сил в чеченской акции, оказались фактически отстраненными от управления министерством под предлогом сокращения центрального аппарата. Видимо, не имея возможности окончательно расстаться, стороны сейчас пытаются воздействовать на общественное мнение, укоряя оппонентов в неправильном поведении. Позавчера, беседуя с одним военным миротворцем, как нас там называют, вот, он меня еще раз говорит: Павел Сергеевич, вот зря мы ввязались, это дело внутренних войск. Я говорю, ну ты же военный, у тебя большое звание, у тебя должность большая. Ну ты же понимаешь,
что там наши ребята, и во есть внутренних войсках. во внутренних войсках те же русские, российские ребята. Вот, я говорю, их погибнет тогда сотни тысяч человек, если они будут принимать участие. Вот он, знаете, что заявил? Это, говорит, их трудности. Это наш русский мужик. В форме военной заявляет, это их трудности. То есть трудности 10 там тысяч погибнет, 20 тысяч погибнет. Главное, не наши, не вооруженные силы. Вот с каких точек зрения вот этих горя. Это мне заявил Борис Всеволодович Громов. В то же время бывший начальник нынешнего министра обороны по 40-й армии демонстративно посещает раненых в госпитале, показывая скромными солдатскими подарками свое отношение к тому, как ведет себя в Чечне Павел Грачев. Открытое выяснение отношений в генеральской среде, вероятнее всего, приведет к появлению в армии достаточно авторитетных политиков в форме, мнение которых по основным вопросам будет, как правило, расходиться с официальной точки зрения. Принцип единоначалия, на котором держится воинская дисциплина, похоже, дал трещину в российской армии. Между тем, еще до завершения операции в Чечне, которая планируется военными на середину начавшегося месяца, министр обороны уже стал готовить позиции для отхода, объясняя вынужденность своих действий. Я как военный, как министр обороны тоже не в какой-то степени, я против применения вооруженных сил в решении внутреннего конфликта. Но здесь совсем другой момент. Если бы на вооружении этой позиции не было танков, БМ-21, Д-30, радиоуправляемых минных полей, мин различного производства, минометов и другой современной боевой... Града, ну я говорю БМ-21 Града. Вот. И другой современной боевой техники я бы был против того, чтобы вооруженные силы принимали участие. И добивался бы это, и говорил бы это на всех уровнях. Приближающаяся развязка чеченского конфликта, вне зависимости от ее сценария, наверняка стимулирует очередные кадровые перестановки в верхних эшелонах власти, в том числе и среди генералов. Похоже, в Министерстве обороны это уже осознали. Я прогнозировал, хотя наши выводы по оценке обстановки были разные. Ну, я не говорю у Сергея Владимировича, а у меня были одни данные, вот примерно такие, с чем мы столкнулись. У Николая Дмитриевича Егорова с оппозиции были другие данные. Они считали более легким маршем, зайдем в город, и, в принципе-то, они на Совете Безопасности, их мнение было учтено больше, чем мнение мое. Но это ладно, это в прошлом. Если предположить, что действия силовых министров в чеченском конфликте определяются соображениями тех или иных политических сил, борющихся за влияние на военные структуры, то становится понятным, что фигуры Павла Грачева и директора Федеральной службы контрразведки Сергея Степашина заведомо отданы кем-то на съедение. Степень ответственности обоих генералов в происшедшем ни у кого уже не вызывает сомнений. В белом смокинге остался только Виктор Ерин, внутренние войска которого стреляют в Чечне в соответствии с конституционным правом. И только с этой точки зрения становится понятным, почему именно сейчас, во время серьезных боевых действий, в которых участвуют подразделения вооруженных сил, происходят кадровые разборки в Министерстве обороны. Александр Герасимов, НТВ. 14-я российская армия, расквартированная в Приднестровье, Не утихает. Мостовые буквально завалены неубранными, обезображенными трупами российских солдат. Своих убитых чечены с поля боя выносят. Отрезанные от мотопехоты танковые колонны оказались в Грозном в западне. 12-летний подросток с бутылкой бензина в руке в любой момент может оборвать жизнь сразу 4 российских солдат, обезумевших от боя в бронированной машине. И тогда танк становится могилой. Мы ждем новых сообщений из Грозного и репортажей наших корреспондентов вы увидите в последующих выпусках. Интернациональный район. Мы здесь пашем, сеем. Здесь нет ни бандитских формирований, ни группировок, ничего. Мы мирные люди, доброй земли. Пожалуйста, оставьте нас в покое. Ваши же бабки русские у нас живут.
Лично у меня учительница Елизавета Константиновна живет. Она бедная боится. Она говорит, ну что это Ельцин сделал? Кому верить? Сегодня уже можно говорить, что победителей в этой войне не будет. Проигрывают все. А вот почему люди боятся говорить? Мы здесь часто пытались вот завести разговор с русскими людьми, даже с чеченцами, о том, как они здесь живут. И вот просто вот тишина. И... Ну, наверное, надо полагать, человек в своем роде, знаете, он превращен в животное, наверное. Если ему каждый день говорить, что ты свинья. В течение стольких лет людей запугивали, терроризировали. Поэтому люди боятся всего. И это, во-первых. А во-вторых, люди просто настолько устали от всего, что им просто не хочется ничего. Ни вам отвечать, ни другим. Езда на Ищорскую так и не пошли. И пока мы еще были там, воздушная разведка донесла, что к станции подошли 4 чешских танка. И вскоре там началась боевая операция. Такой была новогодняя ночь в станице Ищорская. Новый год – один из самых мирных праздников, тоже своего рода рубеж. Граница, быть может, не более условная, чем вот эта, граница Республики Чечня. Но, к сожалению, по-настоящему условной, разрушенной, здесь стала казаться еще одна граница между добром и злом, которая, как известно, проходит через сердце каждого человека. Федеральные войска установили контроль над президентским дворцом в Грозном, сообщили Интерфаксу в пресс-службе правительства России. Министр обороны и внутренних дел России срочно вылетели из Москвы в район конфликта в Чечне. И вот только-только, по данным разведки, Джохар Дудаев скрывается в бункере на одной из окраин Грозного, в окружении личной охраны. На радиосвязь с руководителем незаконных вооруженных формирований выходит крайне редко. Радиоперехватом зафиксирован его разговор с одним из полевых командиров. В ответ на сообщение командира о нехватке боеприпасов Дудаев дал указание изымать боеприпасы у населения пригородов, проводить обыски в домах и квартирах. Тех, кто откажется сдать боеприпасы, расстреливать. Да, эхо чеченских событий его не заглушить никаким звоном новогодних бокалов в эти дни. Оно, это эхо, раскололо на противоположные лагеря и политиков, и общества, в споре которых о путях выхода из кризиса кроется, как нам кажется, одно большое недоразумение. Одни судят о войне в Чечне по недомыслию, видимо, мирными, гражданскими категориями, а другие воюют с умыслом, называя войну просто восстановлением конституционного порядка. Война же всегда дело грязное, даже если вести высокоточным бомбометанием. И еще то, что... В начале хроника российско-чеченского конфликта в сообщениях информационных агентств и репортажах наших корреспондентов. Судя по тому, как за последние сутки складывалась обстановка в Грозном, затяжные бои и обстрелы стали тем единственным новогодним подарком, который мы смогли принести жителям столицы Чечни. По сведениям, полученным от местных журналистов, которые провели новогоднюю ночь в городе, и лишь сегодня, в середине дня, смогли выбраться из-под обстрела, обстрел и бомбардировки столицы продолжались до 2 часов ночи 1 января. Вчера днем в город вошло около 50 танков, которые начали продвигаться к президентскому дворцу вызвал ссора Германии. Однако после перегруппировки сил военные формирования, подчиняющиеся генералу Дудаеву, обстреляли российские танки из гранатометов. По свидетельству журналистов были подожжены 6 машин. О жертвах не сообщают. Также из достоверных источников стало известно о наличии сторонников Дудаева установки залпового огня «Град». При этом те же источники подтверждают факты обоюдных обменов ударов из этих установок. Сегодня же, несмотря на заверение министра обороны России Павла Грачева о том, что штурма города в его истинном понимании не будет, он фактически начался. Из центра города слышна канонада. К 3 часам дня из тяжелых орудий обстреливался не только президентский дворец и прилегающие территории, но и дорога до Новосток. Чеченские формирования отодвигаются в районные заводы, где они размещают свои артиллерию. Руководитель пресс-службы правительства Валентин Сергеев сообщил сегодня корреспонденту Итартас, что иностранные журналисты, находившиеся в Грозном, покинули город и поэтому в настоящее время не могут передавать оттуда информацию. Только что нашему корреспонденту Алексею Самолетову удалось передать в редакцию еще один репортаж о ситуации в столице Чечни. С самого утра сегодня в Грозном идут бои. Оружейная и автоматная канонада доносится из района железнодорожного вокзала и из заводского района. Также бои идут возле президентского дворца. На улицах очень много вооруженных людей, которые называют себя народным ополчением.
Сегодня в Грозном сложно. Так начался здесь Новый год. Где бои идут сейчас? Ну, вокзал, в общем сказать, железнодорожный вокзал. Там, значит, остатки остались, они окружены. Ну, не сдаются. У нас есть подозрение, что там с ними есть и чеченцы какие-то. Вот. Видимо, они не дают им сдаться, или еще, в общем, там им кричали, чтобы не сдавались. Какова сейчас обстановка на нефтеперерабатывающем комбинате? Вчера прошел слух о том, что взорваны танки с аммиаком. Неправда, это неправда, мы рядом там стоим. Вот. Мы взорваны еще, плюс к тем, которые горят, еще все остальные. Да. Нефтяные хранилища. Нефтяные хранилища. Экологическая опасность, о которой вы сказали, вот, существует. Сколько лет вы живете в Грозном? А вот сейчас, когда началась война, у вас есть куда уехать? Ну, я хочу бросить, только родственников. А почему вы не уехали? Я сюда отправила. Не надо нам война, не надо. Что делать сейчас? Что мы будем делать, а? Что это? Бежим, бежим, бежим. Что это такое, а? Не страшно, что война? По сообщению пресс-службы правительства, российским войскам удалось предотвратить взрывы нефтеперерабатывающего завода и химического комбината. Они взяты под охрану. К исходу дня обстановка в чеченской столице полностью контролируется федеральными войсками. Отрядам боевиков пришлось покинуть жилые кварталы 2-го микрорайона Грозного. Несколько крупных формирований, состоящих в основном из городских и сельских жителей, призванных в Дудаевское ополчение, покинули город в южном и восточном направлениях. Российское командование сообщает, что через несколько дней жители, покинувшие город, смогут возвратиться в свои дома. Министр обороны Павел Грачев сообщил представителям пресс-службы, что президентский дворец блокирован, но возле него продолжается перестрелка. По данным военной разведки, Джохар Дудаев с личной охраной скрывается в бункере на одной из окраин Грозного. С наступлением темноты в центр города подтянуты дополнительные подразделения Министерства обороны и внутренних войск.